Доброе утро, Якутия! Встречаем пятницу, 5 июня вместе с нами. У кого-то сейчас закипает утренний кофе, другие вовсе заканчивают завтракать, а кто-то уже на полпути к своим 500-кам, потому что пятница – это начало дачного марафона. А мы сегодня по традиции сделаем бодрую зарядку. В честь Дня эколога в нашей студии ожидаем министра экологии Евгения Перфильева. Поговорим о сохранении природы и предстоящих планах. Об открытии туристического сезона на острове Завьялово расскажут наши коллеги. Разузнаем, как туда попасть и какие сюрпризы нам готовит уникальная локация. Также увидим, как прошло яркое ежегодное событие «Велодевчата». Поделимся кулинарным экспериментом, приготовим свекольную окрошку. А в конце эфира у нас в студии гран-призеры Московского фестиваля «София», который поделится с нами эмоциями о том, как покорили жюри. Утро добрым не бывает, но оно непременно становится хорошим, когда начинается с утра Якутии. Ну а прямо сейчас узнаем, какая погода ожидает Якутию 5 июня. Сегодня в центральных районах ожидается до 14-19 градусов тепла. В Заречной группе от 11 до 20, в южных от 9 до 15, в Вилюйской группе 17-23, в Нижнеленских 16-21, в западных 14-22 градуса. В Колыма-Эндигирской группе 11-25, в Янских 19-26, на северо-западе от 9 до 26. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 12 градусов тепла. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер был со скоростью 1 метр в секунду, северный. А сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер подует восточный со скоростью 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла. Ну а далее передаю слово своим коллегам, после чего снова встречаем утро в нашей студии. Приветствую вас, зрители и коллеги. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо. В России потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили относительно предыдущего периода на 0,45%. С начала года бензин по состоянию на 1 июня подорожал на 4,77%. Средняя стоимость литра бензина по стране на 1 июня была на уровне 67 рублей 83 копеек. С начала года рост цен на дизельное топливо составил 4,17%, также оказавшись выше уровня инфляции. Средняя цена дизельного топлива в стране на 1 июня составила 79 рублей 46 копеек за литр. Бойцы отряда авиалесоохраны Горного Улуса ежедневно проводят профилактические и обучающие мероприятия по борьбе с лесными пожарами. В этом году парашютисты ликвидировали 3 очага – Вортосорт, Магарасы и Кюрюляхе. На сегодня термоточек не наблюдается. Бойцы отряда каждое утро прибывают на базу, готовят парашюты и снаряжение. В эти дни в основном самолет Ан-2 вылетает по специальному графику в зависимости от погодных условий. Их маршрут охватывает всю территорию Улуса. Мониторят населенные пункты Мытах, Сологон, Кептин, Бескюль, Магарас. Полет занимает около 3 часов. Кроме того, парашютисты проводят специальную подготовку. У нас, получается, ежегодно проходят тренировки парашютистов и тренировки десантников. Десантники у нас тренируются в Магане. Эти тренировочные спуски делают по 7 раз каждый сотрудник. И наши парашютисты, у нас в количестве 12 человек, по 2 группы у нас. И каждая группа тоже в Хангаласе, в Нумигунсах, они прыгают по 12 прыжков каждый год. На основании распоряжения главы Вилюйского Улуса Сергея Винокурова с 15 мая текущего года инициированы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству, осуществляемые силами административной комиссии. Данные мероприятия направлены на выявление и документирование нарушений, связанных с несоблюдением установленных правил благоустройства. В случае повторного выявления аналогичных нарушений на неубранных территориях будут составлены протоколы, регламентирующие административную ответственность.
Административная комиссия Вилюйского района проводит рейды по выявлению нарушений правил благоустройства. По факту захламления составляются административные протокола по статье 6.25 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо наложение административного штрафа. Кроме того, вручаются требования об устранении выявленных нарушений. В случае неисполнения данных требований также предусматривается административная ответственность. Административная комиссия Вилюйского района рекомендует убрать свое имущество с территории общего пользования и содержать территорию в чистоте. Якутских кинематографистов приглашают принять участие во втором грантовом конкурсе Фонда кино по поддержке производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке. Прием заявок продлен до 17 июня 2026 года. Общий объем финансирования конкурса составляет 200 миллионов рублей. Участниками отбора могут стать кинокомпании со всей страны. Максимальный размер гранта на один проект составляет 100 миллионов рублей. При этом финансовая поддержка может покрывать до 70% бюджета фильма. В Москве стартует книжный фестиваль «Красная площадь». Фестиваль проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. Любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Каждый год участие в фестивале принимает около 400 издателей со всей России. Проводятся и спектакли ведущих театров страны, и литературно-музыкальные постановки, и дискуссии, и презентации новых книг, автограф-сессии с авторами, и даже чемпионат мира по чтению вслух. Доброе утро! В Якутии продолжается сезон возможностей для молодежи и соискателей. На этой неделе с началом нового месяца в Якутске прошел фестиваль возможностей «Собери свое лето», где подростки познакомились с вариантами летней занятости, образовательными и спортивными программами, приняли участие в мастер-классах и получили советы по выбору будущей профессии. А уже 26 июня во всех районах республики и в городе Якутске пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 200 работодателей представят вакансии, а специалисты помогут подобрать работу и получить консультации по карьерному развитию. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры». Если вы находитесь в поиске работы, планируете сменить место деятельности или хотите узнать о новых карьерных возможностях, обязательно посетите Всероссийскую ярмарку по месту своего проживания. Ярмарка, напомню, пройдет во всех муниципальных районах республики. А прямо сейчас выходим на свежий воздух, прощаемся ненадолго с диванами и кроватями и встречаемся на турниках. Нас ждет воркаут-площадка. Передаю слово нашему бодрому и очаровательному тренеру. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня мы будем работать на воркаут-площадке. Это спортивные объекты в нашем городе, где может заниматься каждый желающий абсолютно бесплатно. Первое упражнение выполняем гиперэкстензия. В этом тренажере очень важно выбрать положение по росту. У меня по росту подходит первая ступенька. Стопы я четко упираю в перекладину заднюю. Тазовые кости лежат по верхнему краю. То есть у меня не должно быть вот такого положения. Я стою на первую ступеньку, делаю вдох. На вдохе я опускаюсь, растягиваю поясничные мышцы. И на выдохе я до ровного положения поднимаюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Важно не переразгибаться. Ни в коем случае мы не должны переразгибать поясничный отдел. Иначе мы получим травму. В этом тренажере мы хорошо укрепляем наш поясничный отдел. Мышцы кора. Напоминаю, это тренажер гиперэкстензия на проработку мышц поясничного отдела. Важно не переразгибать поясничный отдел и подобрать четко ровное положение по росту.
Следующее упражнение на проработку мышц пресса. Выполняем его в тренажере в висе. В этом тренажере очень важно зафиксировать локтевые суставы по рукояткам, обхватить наши поручни и вытянуть корпус. Делаем вдох, ножки вместе, коленочки подтягиваем к корпусу до 90 градусов. На выдохе мы отпустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно, чтобы корпус, задняя часть спины крепко прилегала к спинке. Выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Это был упрощенный вариант. Сейчас мы покажем более сложный вариант с прямыми ногами. То же самое, плотно фиксируем наш корпус, делаем вдох, на выдохе мы ножки прямые подтягиваем до 90 градусов. Выдох, выдох, вдох. Важно поясничный отдел не отрывать. На календаре 5 июня, и для некоторых из нас сегодня особенный день. У кого-то день рождения, кто-то спешит на собеседование или, возможно, сдает экзамен. Пусть эти и другие события поменяют вашу жизнь только к лучшему. Будьте на позитиве, ведь мы сами творцы своей истории. К слову об истории, предлагаю заглянуть в календарь знаменательных дат этого дня. На календаре 5 июня – Всемирный день окружающей среды, День образования российской полиции. По народному календарю Левон – огуречник, Левон – конопляник. На Левона Леонтия было принято сажать огурцы, при этом обращали внимание на приметы. Если появляется много оводов, это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. Этот день в истории. 1706 год. В Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. 1783. Французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. 1851. В США начал печататься роман Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома». 1988. Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В этот день родились Иван Ганнибал, русский военачальник, крупный военный деятель России. Сергей Амосов, русский живописец, пейзажист, передвижник. Денис Габор, венгерский физик, основоположник голографии, нобелевский лауреат. Татьяна Покровская, советский и российский тренер по синхронному плаванию, Герой труда Российской Федерации. Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор. Ну а также сегодня отмечается День эколога, праздник тех, кто ежедневно отвечает за сохранение уникальной природы. Какие итоги уже можно назвать достижениями, а какие задачи требуют особого внимания? Обсудим с человеком, который координирует эту работу. На студии Евгений Перфилев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики. Евгений Андреевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде всего, с праздником поздравляю. Спасибо. Сегодня профессиональный день, да, всех, кто связан с охраной природы. Если подвести итоги за последние годы, какие ключевые или прорывные проекты вы бы выделили в сфере экологии республики? Ну, на самом деле, за последний год сделана большая работа проведена и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», и в рамках реализации плана природоохранных мероприятий. Это по механизму зеленых платежей. Идет ликвидация у нас свалок большого количества, больше 100. Работаем в части защиты населения от негативного воздействия вод, строим гидротехнические сооружения. В прошлом году начали строить огромный объект в городе Верхоянск, Верхоянского района. Защитное гидротехническое сооружение. Усиливаем наше лесопожарное формирование. В том году мы усилились на 184 человека. Учитывая сложную ситуацию в стране, мы растем, развиваемся, идем вперед. Построили в прошлом году 3 новых авиаотделения, 1 лесопожарную станцию, промобъекты.
В этом году также увеличиваем наши силы на 154 человека, строим 2 авиаотделения, открылись вот в Среднеколымске, заходим в Арктику, в Жиганске. Ну и планы еще на следующий год и на Абыйский район зайти, в Белую гору. Также строим 2 лесопожарные станции, одну в Амге, одну в Черепчинском районе. Ну, инфраструктуру развиваем, людей усиливаем, новую технику закупаем, новые технологии начинаем применять. Работа большая ведется. Экологические проекты по сохранению биоразнообразия. Тот же полет стерха все слышали. Сохранение бизона. В прошлом году открыли новый бизонарий на границе Сунтарского и Лёкнинского района. В целом по всем направлениям идет постепенное, ступенчатое развитие. Мгм. Ну, как вы уже сказали, да, вы затронули тему пожаров, да? Грядет пожароопасный сезон. Вот все-таки какие нововведения ожидаются в этом сезоне? Ага, и методы Ну, основные нововведения — это больше начинаем использовать беспилотные летательные аппараты, которые были закуплены в рамках национального проекта развития БПЛА отечественного производства. Это компания «Геоскан» в основном. Ну и закупаем за счет зеленых платежей. В каждом авиаотделении, в каждой лесопожарной станции у нас эти аппараты имеются. Разведка, мониторинг уже ведем очень активно с помощью этих аппаратов. Ну и также спутниковые инструменты. Авиация, люди все подготовлены, тренированы. Уже, если взять и ландшафтные, и лесные пожары, уже около 100 пожаров в этом году потушили. Мгм. Республика участвует в нескольких федеральных проектах, да, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По каким направлениям мы впереди, а где еще возникают сложности? Ну, в рамках экологического благополучия мы реализуем такие региональные проекты, как сохранение лесов. Ну, мы здесь уже традиционно на последние 3 года лидеры по стране. Где-то первые, где-то вторые. Ну, стабильно держимся в тройке. В этом году больше 150 тысяч гектар будет лесовосстановления, содействия, большие достаточно объемы, более 9 тысяч гектар. Ну и в рамках генеральной уборки в этом году начинаем затонувшие суда ликвидировать. В поселке Тикси, бухта Тикси, контракты уже заключены с подрядчиками, поэтому до конца года судно «Океанолог» должно быть ликвидировано. Это вот первый этап. Ну и также в рамках зеленых платежей, еще раз повторюсь, мы также в Арктике, в поселке Зырянка в этом году уже ликвидировали одно затонувшее судно. Очень отрадно. Пока так. Чистая вода. Мы с следующего года начинаем реализацию по расчистке вот городских речек, озер города Якутска. Жителям Зырянки, кстати, пользуясь моментом, большой привет, моя малая родина. Ага, отрадно, что такая работа ведется. Ведется также масштабная работа по сохранению, да, как вы сказали, биоразнообразия от стерхов до бизонов. Учитывая эти успехи, каковы дальнейшие планы у министерства? Ну, в этом году мы планируем реализовать второй этап проекта «Полет стерха». Кстати, вот в июне ожидается приезд наших китайских коллег с национального парка Паянху, где как раз зимует вся восточная популяция нашей стерха. Практически, ну, около 90%. Будет выезд в Алайховский район, национальный парк Каталык, там и наши региональные УПТ. Ну и осенью продолжится работа. Сейчас идет строительство инфраструктуры, уже более 90% объектов в поселке Охотский перевоз, где реализация проекта идет, построено. Скоро поедем принимать. Ну и к осени, я думаю, торжественно откроем. Экологическую тропу там доделываем. Ну, очень активное гражданское общество, да, сегодня, волонтерских движений, да, как вы взаимодействуете с экоактивистами и общественными Ну, организациями? Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства очень открытый орган, я считаю. Многие так считают, кто с нами взаимодействует. Мы плотно работаем с общественностью, со всеми экологическими организациями. Наш экологический совет очень активно ведет свою работу. И взаимодействие налажено достаточно хорошо, не только с республиканскими, но и на уровне районов. Наши территориальные подразделения плотно работают. Евгений Андреевич, ну, каждый эколог приходит в эту сферу наверняка не случайно, да? Что бы вы лично посоветовали будущим, да, коллегам, скажем так, которые хотят связать свою жизнь с экологией, и что вас лично вдохновляет в вашей работе? Ну, пожелать своим коллегам, будущим коллегам, конечно, хочу, чтобы все учились, любили природу, ничего не боялись, шли уверенно вперед. Ну, а меня вдохновляет, наверное, то, что мы делаем вклад для будущих поколений. Сохраняем то, что мы сегодня видим, имеем, и чтобы наши потомки тоже так же наслаждались чистым воздухом, чистой водой, ну и видели то богатое биоразнообразие,
природы Якутии, которые сегодня мы имеем. Ну и напоследок, вот что касаемо кадров как раз-таки, да, насколько все-таки та же самая молодежь рвется вот в эту сферу, насколько вот число защитников, скажем так, природы становится ли больше? Профессиональных защитников или общественных? И профессиональных, и общественных. Ну, в целом у нас кадровая потребность небольшая, все стабильно, сотрудники работают. Молодежь, конечно, и есть, обновляемся. Учебные заведения функционируют, и лесной отрасли, и природопользование. Поэтому пока недостатка в кадрах не испытываем, но мы ведем и свои проекты, так скажем. Привлечение молодежи — это вот юный инспектор охраны природы, который как раз сегодня финал будет. И дети со всей республики, те, кто вышли в финал, будут в городе Якутске на базе лагеря «Спутник». Узнаем, кто самый лучший, так скажем, юный инспектор республики. Также сегодня подведем итоги премии министра экологии. Это самое активное участие школ, имеющие наибольшие достижения, олимпиады, конференции, ну и всевозможные другие мероприятия в экологической сфере. Подведем и озвучим победителей. Спасибо за такой важный разговор. Еще раз с праздником, вообще с праздником, Спасибо. наверное, всех, потому что все мы Да. обязаны защищать свою природу и окружающую среду. Успехов вам в работе и удачного дня. Спасибо. А мы продолжаем. Остров Завьялово в Магаданской области официально открылся для отдыхающих. Уникальный туристический комплекс, построенный в рамках инвестиционного проекта, уже готов принимать гостей. Красную ленточку разрезали губернатор Колымы Сергей Носов и инвестор туркомплекса Игорь Донцов. О перспективах развития природного уголка посреди моря расскажут наши коллеги. Главный смотритель острова Ася встречает вертолет. На нем уже не раз прилетали гости, чтобы проверить ход строительства, но этот день особенный. Туристический комплекс острова Завьялово официально открыт. Еще 9 лет назад здесь были только голые камни. Идея создания базы отдыха появилась в 2016-м, а уже в 2021-м начали строительство. Вместе со стройматериалами и специалистами на остров стали прилетать и новые хозяева. Первыми на туманные склоны высадились овцы-быки. Для них создавали комфортные условия, и вскоре животные начали приносить потомство. В 2020-м они разделили остров со снежными баранами, а в 2025-м здесь появились первые олени. Сейчас на базе готово административное здание, в котором расположились столовая, зона для тенниса и бильярда, кинотеатр. Готова и первая очередь домов. Уже в следующем году эти красные ленты планируют перерезать в день открытия второй очереди, а пока с их помощью размечены будущие участки. Чтобы гости смогли ближе познакомиться с природой, на острове разрабатываются пешие маршруты. У нас два маршрута будет. Один здесь по береговой линии на мыс Южный, где была метеостанция. Мы планируем ее восстановить. Там тоже люди смогут туда дойти, там переночевать. И второй маршрут, это будет на самую высокую точку, на гору Алиут, на более 1000 метров. Туристическая база уже прошла тестовый запуск. За лето сюда приехало больше 600 туристов. Некоторым из них даже удалось встретиться с местными обитателями. Какие красивые! Какие красивые! Гости острова не только изучают природу, но и влияют на то, как будет выглядеть комплекс. Я очень люблю наблюдать за туристами, которые приезжают к нам на остров. Вот, допустим, в данном месте я посмотрел скопление народа, люди садились просто на камень. Это, конечно, неудобно. И мы с нашей командой приняли решение поставить вот такую замечательную скамейку. Все, что вы видите, работа с деревом, работа с камнем, это результат нашей командной работы. Безусловно, самый интересный, интригующий объект – это 14-метровый скелет, гренландский кит. Он прилетел к нам с берегов Чукотки. На его сборку потратили практически 1,5 месяца. И, говорят, самое сложное – сделать так, чтобы конструкция выдержала местные ветра. Суровый климат острова диктует и время работы туркомплекса. Он не будет круглогодичным. Сезон начинается примерно к концу весны и заканчивается в октябре. Добираться на остров туристы смогут морем. Это дополнительный виток развития туризма на Колыме и привлечения в регион гостей. Уникальный для Магаданской области объект в центре нетронутой природы. Этот вопрос или концепцию я когда-то озвучивал на Восточном экономическом форуме. Это суда различной вместимости, там, до 40 человек, различного типа движения, которые мы можем приобретать в лизинг или совместно с бизнесом для того, чтобы туристические маршруты, еще раз повторяю, были комфортные и, самое главное, безопасные.
Сразу после торжественного открытия туристический комплекс уйдет на зимние каникулы. На острове останутся лишь его обитатели и сторож. Но уже к концу мая они тепло встретят новых гостей. Кстати, как сказал Евгений Андреевич, наш предыдущий гость, на острове Завьялово обитают и наши бизоны. Поэтому еще один повод посетить этот уголок живописный в Магаданской области. Ну а на Завьялово мы побывали виртуально. Это дикая, почти необитаемая экспедиция. А теперь путешествие другого рода. Оно не требует паромов, палаток. Достаточно иметь велосипед, хорошую компанию и любить кататься. Как девушки Якутии покоряют город на двух колесах, расскажет Евгений Никифоров. Готовимся к мероприятию «Велодевчата». Украсили велосипеды, украсили ребенка и детский беговел. Сейчас поедем на место сбора. Велодевчата на площади Дружбы перед театром оперы и балета. Уже собрались девчонки. Видно их яркие цвета. Сейчас мы к ним присоединимся. Итак, мы на знаменитом ежегодном летнем мероприятии «Велодевчата». Проходит оно раз в год, собирает неимоверное количество красивых девушек на красивых велосипедах, потому что это начало лета, сегодня тем более Всемирный день велосипеда. Все на позитиве, все украшены, яркие, розовые, красивые. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и сколько раз вы уже участвуете в этом мероприятии? Меня зовут Юргуяна. Я участвую в этом мероприятии только 3-й год. Подряд, да. В прошлом году у нас был в национальном стиле, а позапрошлом году у нас было ретро-стиле, да? В ретро-стиле было. А в этом году? Зефирный заезд. Вот почему вы все розовенькие, такие пушистые. А сколько времени занимает подготовка? Я после работы за полчаса подготовилась. Здравствуйте! Во-первых, рад всех вас видеть. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и какой раз вы участвуете в этом мероприятии? В этом ежегодном мероприятии я уже 4-й год. Мне очень нравится. Привезла племянницу, дочь родную. Спасибо. Какие ожидания от сегодняшнего дня? Море позитива, радость, встреча с близкими, родными людьми. Сложно готовить велосипед и наряды каждый год к такому событию? Нет, не сложно. Мы готовимся заранее, за месяца 2, за 3. Я все велосипеды в ремонт отдала, все отремонтировала. Как настроение, девчонки? Очень хорошо, отлично. Кто-нибудь есть вообще, кто первый раз участвует в этом мероприятии? Нет. Все уже по много раз. Какие планы на сегодняшний вечер после поездки? После поездки думаем где-нибудь покушать вкусно. Здесь мы уже видим, началась фотосессия. На самом деле мероприятие на 90% состоит из фотосессий в красивых местах, в красивой одежде, в красивой компании. И вот сейчас, пока еще солнечно, девочки фотографируются. Посмотрите, как это все выглядит здорово. К сожалению, не так часто на улицах нашего города можно увидеть столько красоты, особенно на велосипеде. Это символично, потому что, во-первых, сегодня прекрасный солнечный летний день, во-вторых, это Всемирный день велосипеда, в-третьих, посмотрите, сколько девчонок откликнулось на призыв, на приглашение принять участие в этом мероприятии. Идет фотосессия. Сложно даже посчитать, сколько красивых девчонок здесь собралось. По ощущениям, человек 30. И сейчас вся эта яркая, зефирная, розовая компания покатит по основным улицам города, чтобы фотографироваться на площадях. Так, приветик, вижу неимоверную красоту. Пару слов, пожалуйста. Как долго нужно было украшать такой велосипед? Где-то 2 часа. Вот бусы я нанизывала специально, прикрепила ленту и нашла цветы. Площадь Ленина, площадь Республики, основная площадь нашего города. И здесь мы видим настоящий девчачий велопарад.
Концепция мероприятия такая, что вот этот огромный отряд красивых, ярких девушек катается по основным площадям города Якутска в особо красивых местах. Они фотографируются, тем самым вызывая восторги прохожих. А когда накручиваешь несколько километров, получаешь заряд бодрости на весь день. Но после таких нагрузок организму очень захочется есть. Предлагаем вам провести эксперимент на кухне, вкус которого покажет вам лето с новой стороны. Готовим свекольную окрошку. Такого вы точно не пробовали. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Тартуга». И сегодня мы с вами приготовим летний холодный суп окрошка, но окрошка не обычная, а свекольная. Не на квасе, а на сметане с минеральной водой. Заранее отварную свеклу, натертую на мелкой терке, заливаем минеральной водой. У меня это газированная вода, можно брать любую. Добавляю сметану 20% жирности. Добавляю порезанные огурцы, отварное яйцо, редис, порезанный также кубиком, соль, немного черного перца, горчичка. Нарезаем зелень зеленого лука и укропа. Добавляем в наш холодный суп. Также нарезаем ветчину кубиком. Сегодня у меня это куриная ветчина. Можно использовать отварную колбасу, жареную курицу. Можно использовать даже вчерашние шашлыки. Традиционно соотношение овощей и мяса в окрошке 50 на 50. Сегодня примерно у меня такое же соотношение. 50% овощей, 50% ветчины и заправка на основе минеральной воды и горчицы со сметаной. Добавляем картофель. И тщательно перемешиваем. Свекольная окрошка, возможно, для кого-то покажется чем-то необычным, слишком экстравагантным, но на самом деле это очень вкусное, легкое, холодное, летнее блюдо, которым можно перекусить и освежиться в летнюю жару. Наша свекольная окрошка готова. Приятного аппетита. Не бойтесь, экспериментируйте. Из простых продуктов можно сделать вкусные, незабываемые летние блюда. Окрошка, как и любое блюдо, имеет свою историю. А где еще хранятся истории? Конечно же, в музеях. Предлагаю вам погрузиться в мир культуры вместе с нашим музейным гидом. Константин Борисович Кузьминых. Известный художник как в России, так и за рубежом. Работает в станковой живописи, в графике, занимается книжной графикой, дизайном. И успех его не случайен.
За этим стоит большой труд, талант, широта взглядов и активная жизненная позиция. Его творчество привлекательно для исследователей искусства как пример, как образец такого гармоничного единения академической школы с постмодернистскими канонами. Когда закончилась эпоха соцреализма, наступил период таких ярких новых исканий творческих. И художник для себя решил, что реализм – это не его язык. И он принялся искать новые формы в живописи, новую подачу образов. И искал новый художественный язык. Он хотел быть очень узнаваемым. И ему это удалось. Он художник-символист. Его работы как скульптурные рельефы, как будто вырываются из холста. Он работает легко, свободно, в разных техниках. И в 90-е годы он обратился к христианской теме, которая его очень волновала. Создал большую серию полотен на эту тему. И у нас в экспозиции представлен его диптих, который погружает зрителя в древнейшую историческую эпоху, диптих под названием «Прокуратор Иудеи». И невольно мы начинаем вспоминать мифы, легенды, истории, связанные с прокуратором Иудеи. Понтий Пилат – историческая личность, неоднозначная, и представляет ее художник в таком необычном композиционном решении, что сразу у человека рождается ассоциация: то ли это чеканная монета, то ли это какая-то медаль. Но, как мы знаем, что и медаль, и монета имеют две стороны. И невольно начинаешь размышлять, и есть о чем поразмышлять на эту тему. Дело в том, что идет борьба противоположностей, противоположность добра и зла. Это тема власти, тема выбора человека и даже одиночества, потому что человек стоит и решает лично принимать какое-то, ему надо было принимать какое-то историческое решение. И здесь немаловажно еще посмотреть на цвет. Ведь диптих, если мы видим в первом образе прокуратор на синем фоне, это голубой цвет, это и голубой, и красный, это цвет иудеев, часто используемый и в иконах, и мы видим, что это цвет чистоты, благости, божественности. А на следующем полотне мы видим цвет красный. Это цвет крови, смерти, но в то же время это и цвет жизни. И если здесь прокуратор выступает так рельефно, ярко, то на следующем полотне это как негатив на пленке. И очень философская работа, и смотря на это полотно, о многом можно подумать, о нравственных устоях, основах. И когда художник писал эту работу, он после этого говорил: «Я почувствовал себя на краю неизведанной земли, по которой можно идти всю жизнь, возвращаясь к его началу, понимая, что пройти ее всю, достичь края невозможно». Картина «Прокуратор Иудеи» — это философское, живописное полотно, интерпретирующее классический библейский сюжет через призму современной экспрессионистической пластики.
И она отражает глубокое погружение автора в психологию персонажа, перенося акцент с исторической детализации на эмоциональное и философское состояние героя. А мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Управление ФНС России по Якутии предупредило жителей региона о риске не вылететь за границу из-за налоговых долгов. При наличии непогашенной задолженности пограничники вправе не впустить на рейс, а снять запрет в аэропорту невозможно. Для этого потребуется несколько дней после полной оплаты. Кроме того, налоговая может заблокировать банковские счета должника. Уже неделю в Усть-Алданском Улусе работает бригада мобильных хирургов с республиканской больницы номер 2. Улус мобильные хирурги посещают уже 3-й раз. Всего запланировано 88 операций, из них 15 по эндопротезированию. Нововведением стало эндопротезирование коленного сустава. Также впервые команда гинекологов провела операции по разным диагнозам. Как отметили врачи, данная медицинская помощь очень актуальна в условиях республики, в улусах республики. Мобильная бригада будет работать до 12 июня. Предварительно нам заявили 13 пациентов, но мы уже провели 16 операций, и пациенты с каждым днем приходят новые. Потому что гинеколог у нас в составе нашей группы приехал первый раз в Усть-Алдан. До этого у нас 4 выезда было без гинеколога. И, как оказалось, он очень востребован, потому что кроме операции он еще проводит достаточно большую амбулаторную помощь в поликлинике. Ежегодно летом в Амгинской школе искусств начинается увлекательный период практики. Юные художники прощаются с аудиториями и выходят под руководством педагогов творить на свежий воздух. Так они закрепляют полученные знания, пишут живую природу. Начинающие юные художники могут уловить солнечный свет, который меняет силуэты деревьев, фактуру листьев и травы. На планере дети тщательно ищут сюжет и отбирают нужные детали. Занятия у амгинских художников продлятся неделю. Ребята будут работать в центре села, а также парке культуры и отдыха села Амга. Мы научились там рисунок рисовать, живопись, натюрморты. Но мне там больше всего понравилось сделать резьбу там из кости оленя и так далее, из глины. Больше всего тоже рисунок и живопись. Статуи там рисовала, цветочки и так далее. Средняя стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге во время ПМФ, проходящего в городе с 3 по 6 июня, выросла на 12% по сравнению с ценами в конце мая. Средняя стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге во время форума составляет 5730 рублей за сутки. Если сравнивать с другими близкими датами, например, будними днями 27 и 30 мая, прирост цены составил 12%. Тем не менее, эта ставка все равно ниже, чем на праздничных выходных, где средняя цена уже выше на 13% и составляет 6500 рублей. Гости Петербургского экономического форума могут прокатиться на старинной русской тройке, представленной на одной из площадок мероприятия. На стенде организована зона катания размером 150 на 20 метров. Для гостей задействованы 2 экипажа с лошадьми, включая оригинальную пролетку 19 века, которая используется в работе белой тройки. В настоящий момент один из экипажей временно не работает из-за состояния одной из лошадей. Однако после восстановления она вновь выйдет на маршрут. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках. Ну а сейчас поговорим о силе музыки, которая стирает границы между людьми. Наши гости совсем недавно привезли гран-при с московского фестиваля «София» и готовы поделиться с нами своими впечатлениями и будущими планами. У нас в студии Елизавета Глаголева, руководитель этноквартета «Джол», и Василий Зырянов, участник этноквартета и председатель бурятской общины. Елизавета, Василий, доброе утро. Доброе утро. Ну, поздравляем, конечно, прежде всего с такой большой победой, да? Ага. Какие эмоции вы испытываете по приезду? Ну, насколько вот волнительно было ваше выступление? Поделитесь. Ну, сейчас уже эмоции у нас... Поутихли, да? Да, потихонечку начинают утихать. Но в день репетиции и в день концерта там просто было все, абсолютно все.
И от счастья, то, что мы выступали с оркестром, и от репетиции, то, что у нас в каких-то моментах что-то, допустим, там не получалось, и потом все-таки получилось. И, в общем, все прошло здорово. Все было отлично. Мгм. Я знаю, что вы выступали на одной сцене с Надеждой Бабкиной. О, да. Да, все верно. Поделитесь, не каждому это такое случается, да? Ну, конечно, это был очень интересный опыт, потому что кроме Надежды Бабкиной также еще был профессиональный оркестр Московского государственного института культуры, который как раз аккомпанимировал нам песни, наши попурри на разных языках, на 4 языках. И также на другом мероприятии мы встретились с актером Александром Цуркан, да. Вот. И, конечно, удалось нам с ними немножечко пообщаться. Они поделились впечатлениями о наших выступлениях. А мы, конечно, приняли все в себе на будущее. Ну, насколько вообще масштабный, да, этот фестиваль «София»? Участвуют ли другие страны или он более такого, российского, скажем так, формата, уровня? Но на гала-концерте были представлены 11 коллективов из России. Самое интересное, это вот для меня коллектив был это из Адыгеи. Были там такие девушки красивые танцевали, и маленький-маленький мальчик пел на своем родном языке. Как оказывается, он пел. Да, потому что мы изначально думали, что это фонограмма. Да. Также был ансамбль «Денница» из деревни Суджа. Как известно, то, что они потерпели небольшое горе в сентябре, они попали под расстрел, и им пришлось сбежать из этой деревни в города, оставив вещи, документы, и собирали вещи по всей России. С ними познакомились. И также, как известно, приняли 12 стран разных также в этом конкурсе. Но, к сожалению, никто не смог приехать. Расскажите немного о вашем квартете. Почему он называется «Джол». Да? Ну, мы знаем, что в переводе с якутского это «счастье». Джол. И про остальных членов вашей команды. Джол в переводе это правильно «счастье». У нас есть в Доме дружбы народов мы называем друг друга «Дом счастливых людей». И вот мы, как коллектив, пытаемся донести до каждого зрителя, до тех людей, которые приходят на концерты, которые смотрят. Мы пытаемся донести до них счастье. Счастье своего народа, счастье нашей России, поделиться с каждым. Ну, вы, я знаю, исполняете песни на разных языках, да? Большой репертуар. А как московская публика приняла, на каких языках вы исполняли? Ну, конечно, они были в первую очередь очень удивлены, потому что такого они еще, как говорили, нам не видели. Это начиная от самих организаторов, звездных гостей и заканчивая также обычными зрителями, которые потом подходили после мероприятия и говорили очень много слов благодарности, говорили то, что мы двигаемся в правильном направлении, то, что такого еще никто не делает. Но я соглашусь, то, что еще нет в России такого коллектива, который поет не только на своем родном языке или на русском, а который пытается в одном произведении охватить сразу несколько культур и народностей России. Вот. И, как получается, мы на первое мероприятие везли под оркестр попурри на 4 языках. Это якутский язык, русский язык, венский язык и бурятский. Да. А на второе мероприятие мы, конечно, спели песню, которая уже считается одной из лучших песен, которые наш квартет сделал. Это День Победы на 11 языках народов России. Ух ты! Вот. Но вы не сказали о других 2 участниках, да? И как давно создан был ваш квартет? Вообще квартет у нас именно в таком составе существует последний год. Но изначально у нас было трио, 3 девушки, 3 красавицы, 3 разных национальности. Но из-за определенных ситуаций, конечно, это у нас все развалилось. И уже в новом составе как раз Василий Зырянов, представитель бурятского народа, работник, главный режиссер Дома дружбы народов имени Кулаковского, Валерий Сергеев, представитель якутского
русского народа, а также работник Дома дружбы народов, он ведущий специалист по мероприятиям. Татьяна Саросова-Балаганчик, по национальности она ивенка, работает она ведущим специалистом по малочисленным народам Севера. Ну и я, Глаголева Елизавета, русская, руководитель этого прекрасного коллектива. Как давно существует квартет? Именно квартет, можно сказать, нам презентовали мы в прошлом году. Но мы считаем, что коллектив создан с 2022 года, потому что в 2022 году мы начали уже творить в этом направлении. Ну, скажем так, в прошлом году создавались, да, грубо говоря, а сегодня уже гран-при. Вот в чем секрет, по-вашему, такого успеха? Давай, отвечай. Как наш руководитель нашего квартета. Но секрет в том, что мы пытаемся придумать что-то новое. Сейчас очень много чего происходит. Мы живем в таком мире, где есть почти все. И прекрасные авторские песни, и новые какие-то обработки. Даже сейчас уже подключает искусственный интеллект, да, для создания композиций музыкальных. И поэтому мы пытаемся брать не чем-то таким вот интересным, может быть, со стороны даже немножко зарубежным. Мы пытаемся брать патриотикой и изучаем языки разных народов. И тем самым это очень, на самом деле, выигрышно звучит, когда стоит коллектив и поет на разных языках. У нас же в Якутии живет свыше 130 с лишним. 135 национальностей. 135 национальностей, да. И по-любому, когда мы поем, мы какую-то национальность затрагиваем. Да. И для них это тоже счастье. Всегда очень приятно. Да. Это и объединяет, наверное, весь наш многонациональный народ. Огромное вам спасибо, ребят. Дальнейших вам успехов. Спасибо. Хорошая была планка, да, сейчас поставлена. Пусть вот только выше и вперед. Спасибо. Ну а на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Прощаемся с вами до понедельника. Отличных вам выходных и хорошего настроения.